Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшек Шара. Сегодня в программе. В Сухуми презентовали новую общественную организацию – Ассоциацию силовых ведомств Республики Абхазия. В АГУ открылась ежегодная отчетная научно-практическая конференция профессорско-преподавательского состава. В Сухуми прошел мастер-класс в рамках нового модуля проекта «Спутник-Про». Его участников познакомили с возможностями нейросети. Исполняющий обязанности президента Бадра Гунба связался по телефону с соотечественником Юсуфом Абаза, живущим в Египте. Ранее Юсуф Абаза через социальные сети обратился к главе государства с просьбой помочь ему вернуться на историческую родину. Гунба поблагодарил Юсуфа Абаза за любовь, которую он испытывает к земле своих предков, за искреннее желание служить абхазскому государству. «Мы с радостью ждем в Абхазии тебя и всех наших соотечественников, которые, несмотря на все сложности, через столетия пронесли историческую память и любовь к Абхазии», сказал избранный президент. МИД Абхазии прокомментировал заявление Агентства гражданской авиации Грузии о намерении добиться запрета на регулярные рейсы российских авиакомпаний в аэропорт города Сухум. Вместо прагматичного подхода, направленного на урегулирование взаимоотношений, грузинские власти продолжают делать шаблонные, политически ангажированные и оторванные от реальности заявления, которые уже набили оскомину и лишь создают дополнительную напряженность. Очередные выпады грузинского руководства являются попыткой препятствовать процессам, которые имеют необратимый характер, говорится в частности в комментарии. В Министерстве иностранных дел отмечают, что подобные подходы не только не способствуют урегулированию затянувшегося кризиса, но и подрывают саму возможность диалога, лишь усиливая взаимное недоверие между странами. В связи с этим Республика Абхазия в очередной раз обращается с призывом к Грузии отказаться от конфронтационной риторики, подписать юридически обязывающее соглашение о неприменении силы и начать новый этап конструктивного диалога, учитывающего политические и правовые реалии, сформированные после конфликта 1992-1993 и 2008 годов, говорится в комментарии МИД. Исполняющий обязанности министра туризма Абхазии Тимураз Хишба посетил церемонию награждения победителей и призеров конкурса «Моя родословная», которая прошла в Государственной Думе России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В своем выступлении Хишба отметил, что абхазский народ занимает второе место по количеству героев Советского Союза на душу населения. Кроме того, Тимураз Хишба напомнил, что с самого начала специальной военной операции Абхазия принимает у себя детей и ветеранов СВО, оказывая им всестороннюю поддержку. В этом году исполнилось бы 75 лет телережиссеру и оператору Амирану Гамге. Он был одним из тех, кто стоял у истоков становления национального телевидения. Был автором и соавтором популярных циклов «Асабша», «Аджа». В качестве режиссера участвовал в создании телефильмов «Ярей», «Ларей», «Рпызы», «Сахара Б», нескольких других, а также цикла теленовелл по мотивам произведений Михи Лакрба. Являлся главным режиссером фильма «Добровольцы». Как вспоминают его соратники, Амиран Гамге был до фанатичности предан абхазской идее. Это особенно ярко проявилось в 1989 году во время открытых столкновений абхазов и грузин. Так Амиран Гамге попал в открытую потасовку в Гагре. Но, пожалуй, самым драматичным фактом биографии Гамге стал грузинский плен, в который он попал во время Отечественной войны народа Абхазии. После окончания войны Амиран Рафетович продолжал работать на абхазском телевидении режиссером. До сих пор те, кто работал с ним в стенах абхазского телевидения, вспоминают его с большой благодарностью, считают его настоящим профессионалом. К другим новостям. В Сухуми презентовали новую общественную организацию – Ассоциацию силовых ведомств Республики Абхазия. В нее вошли профессионалы Министерства обороны, Службы государственной безопасности, Государственной службы охраны, Министерства внутренних дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям. О целях и задачах новой организации в материале Гугуцы Вардания.
Ассоциация объединяет сотрудников Министерства обороны, Службы государственной безопасности, Государственной службы охраны, МВД и МЧС. Основная цель новой организации – восстановление полного доверия к силовым структурам и органам обеспечения правопорядка, отметил в начале презентации ее руководитель Батал Агарба. Для достижения уставной цели организации решает следующие основные задачи. Организации взаимодействия с органами государственной власти, формирование в обществе уважения к закону, правопорядку, повышение правовой культуры населения, совершенствование общего и профессионального юридического образования граждан, содействие повышения в общественном сознании престижа работы в правоохранительных органах государственной безопасности и иных специальных служб. Еще одна задача новой организации – Ассоциации силовых структур – это, конечно, совместные действия, ведь так можно более эффективно реагировать и противодействовать современным угрозам, а также минимизировать риски. Абхазия в силу определенных обстоятельств может оказаться в эпицентре столкновения интересов крупных и могущественных государств. В этой связи необходимо быть готовым к возможным конфликтам и искать пути их решения. На наш взгляд, единственным эффективным способом противодействия угрозам является объединение усилий на основе общих целей и ценностей, обмен передовым опытом и тесное взаимодействие между органами государственной власти, ответственными за обеспечение безопасности как внутри страны, так и на международной арене. В презентации приняли участие представители всех силовых структур, которые вошли в ассоциацию. Каждый из них поделился своим видением будущей совместной работы. И самое важное из них касается молодого поколения. Это просто необходимо. Работа с молодежью, работа со школами, создание, хотя это не так просто, колледжи, армейская подготовка, знания. Все это имеет огромное значение, потому что наша республика и расположение нашей страны, вы понимаете, настолько интересно для отдыхающих. Здесь очень много направлений, которым надо готовить молодежь. Я надеюсь, что данная организация будет объяснять и разъяснять в первую очередь молодым людям, кто такой милиционер, кто такой сотрудник МЧС, кто такой сотрудник спецслужб. Объяснять, какие функциональные задачи у них, что они стоят на страже закона и порядка, что это не люди, к которым нужно относиться негативно, это люди, которым нужно помогать, потому что без помощи общества сотрудники силовых структур не справятся. Необходимо поднимать, конечно, имидж силовых структур в первую очередь. И если мы будем воспитывать здоровое поколение, это нам обязательно удастся сделать. Наши дети должны понимать, что действительно все силовики, в целом взятые, да, вот каждый по своему направлению, занимается защитой своих граждан, интересов государства. То есть и в целом это нужно закладывать. В общем, ассоциация силовых структур – это не только взаимодействие между ведомствами, но и эффективный обмен информацией при угрозах, развитие кадров, а еще, по словам ее участников, это шаг к более безопасному будущему. Гугут Савардания, Адица Цагария, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. В АГУ открылась ежегодная отчетная научно-практическая конференция профессорско-преподавательского состава. В пленарном заседании конференции принял участие исполняющий обязанности премьер-министра Владимир Делба, спикер парламента Лаша Ашува, преподаватели и студенты АГУ. Репортаж Алики Трапш. Приветствуя гостей и участников научно-практической конференции, ректор АГУ, академик Олег Угварами, рассказал, что в прошлом году в АГУ создали Центр науки и образования Московского университета. А в этом году при Национальном университете будет создана школа МГИМО. Несмотря на все сложности, АГУ развивается, открываются новые факультеты и кафедры. Студенты активно участвуют в университетской жизни и достойно представляют вуз за рубежом. У нас есть Центр лингвистики и информационных технологий, Центр абхазо-адыгской филологии, Центр народоведения и полевой фольклористики. Наши студенты и преподаватели историки в прошлом году ездили в Турцию по местам, где Владислав Григорьевич проводил свои исследования по хетам и хатам.
И в этом году тоже намечены мероприятия и историками, и представителями других факультетов и так далее. За прошлый год показатели научной деятельности университета существенно возросли. Более 1200 научных статей было опубликовано. Вышли в свет 4 монографии, 39 учебных материалов. Кроме того, преподаватели вуза приняли участие в 174 конференциях, круглых столах. Из них 76 имели статус международных. В ВАГУ было проведено 34 научно-исследовательских работ. Студенты и аспиранты принимали участие в 23 международных научных конференциях. 6 преподавателям присвоено звание академика ОМАН. После пленарного заседания выступили с докладами. Доктор сельскохозяйственных наук профессор Тимур Шалов представил доклад на тему «Кадастр и зонирование земель Абхазии». При зонировании земель строго определяется, какой вид разрешенного использования, вплоть до того, какая этажность домов должна быть в виде разрешенного использования. То есть или малоэтажная застройка, индивидуальная жилая, среднеэтажная застройка или многоэтажная. Это очень важно, поскольку при намечающемся у нас в стране возможных включений крупных инвестиционных проектов очень важно соблюдать принципы территориального зонирования и сохранения архитектурного облика городов, чтобы на месте 2-, 3-этажных или 4-этажных исторических зданий не возникли 15-20-этажные башни. Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории Линда Ампар свой доклад посвятила проблемам и перспективам развития туризма в Абхазии. По имеющейся статистике, уже в 1996 году функционирует 10 учреждений отдыха с количеством койко-мест 4914 единиц. Турпоток 1996 года составил 5660 человек. На сегодняшний день туризм становится реальным приоритетом для развития экономики Республики Абхазия. По данным Министерства туризма Республики Абхазия, в 2024 году турпоток составил 1,5 миллиона человек. И по заявлению заместителя министра туризма Республики Абхазия Барцыц, ожидается увеличение турпотока на 13-14% в 2025 году. Ежегодная научно-практическая конференция профессорско-преподавательского состава АГУ продолжит работу в секциях на всех факультетах до 28 марта. Научно-практическая конференция научного общества, студентов, аспирантов и молодых ученых пройдет с 1 по 4 апреля. Подведение итогов конференции состоится 8 апреля. Аля Катрапская, Мила Джопуа, Абхазское телевидение. Алгоритмы вдохновения, будущее визуального контента. Под таким названием прошел мастер-класс в рамках нового модуля проекта «Спутник Про». Знакомство с нейросетью, практикум по созданию сгенерированных изображений провела бильд-редактор дирекции фотоинформации медиагруппы «Россия сегодня» Анна Маркелова. Нейроиллюстрации пользуются большой популярностью в социальных сетях и позволяют сэкономить время при создании сложных изображений. Мастер-класс собрал бильд-редакторов, редакторов, СММщиков и тех, кто работает с изображениями. Они получили не только вдохновение, но и необходимые навыки в работе с нейросетью. Анна Маркелова отметила, что наиболее популярные нейросети для создания фото – Leonardo AI, Кандинский, Шедеврум, Kling AI и Midjourney. Последнюю используют наиболее активно, так как она создает самые реалистичные изображения. Midjourney – это нейросеть, в которой мы работаем на сайтах «Спутник». Мы ее выбрали за то, что она может делать очень детализированные, практически неотличимые от фотографий иллюстрации. И еще за достаточно широкий спектр возможностей, которые позволяют редактировать изображения. В России тоже существуют свои нейросети, разработки. Шедеврум, например, это нейросеть от Яндекса. Эксперт отметила, что в ряде случаев нейроиллюстрации способны стать достойной альтернативой стоковым фотографиям, футуристичным иллюстрациям, карикатурам и оказать значительное содействие в создании дизайнерского или графического контента. Анна Маркелова обратила внимание участников на то, что сгенерированные изображения могут выглядеть даже более цепляющими и интересными, чем аналоги на стоковых фотобанках. Очевидно, что для иллюстрирования, допустим, новостных материалов, допустим, о военных событиях, нужна именно фотография с места событий, сгенерированное изображение не подойдет. Но, однако, если представим такую новость, что нам нужно проиллюстрировать материал об изменении цен на какой-либо продукт, сгенерированное изображение, оно
подойдет, даже будет иметь некоторое преимущество перед стоковыми снимками, потому что в сгенерированном изображении не будет представлена какая-то конкретная брендовая продукция. После теоретической части спикер провела визуальную практику, на которой участники мастер-класса определяли неестественные детали на сгенерированных нейросетью фотографиях. Внимание было уделено также правилам написания запросов. Анна Маркелова рассказала участникам о том, как проверить, сгенерированное изображение или нет, как доработать визуальный контент с помощью встроенных в Midjourney функций, в каких случаях необходимо использовать дополнительные программы для коррекции изображений. Для работников СМИ отличать сгенерированные изображения от фотографии в первую очередь это важно для того, чтобы понимать, где фейк, а где реальность. И это очень важный навык, поскольку фейки, они могут разрушить репутацию издания и ввести аудиторию в заблуждение. Также умение отличать сгенерированные изображения от фотографии – это шаг к тому, чтобы создавать качественные изображения. А качественные изображения – это, опять же, привлечение внимания, привлечение аудитории, и это делает материалы более запоминающимися, что в нашей работе, конечно, безусловно, важно. Перейдем к тому, как же можно отличить сгенерированное изображение от фото. Это в первую очередь визуально, затем по поиску источника и с помощью AI-детекторов. В практической части участники смогли создать свои работы. Эля Гумба работает графическим дизайнером и СММщиком в Апсномедиа. Девушка говорит, что всегда за новые знания. Новый опыт – это всегда новый горизонт, расширяющий кругозор и навыки. Сейчас мы активно используем искусственный интеллект, и его присутствие гораздо упростило нашу работу. Мастер-класс действительно познавательный, потому что в наше время искусственный интеллект – это нечто новое, одновременно чуть-чуть пугающее, наверное, но всегда нужно идти в ногу со временем. И я считаю, что нужно познавать искусственный интеллект, потому что он сейчас часть нашего общества, и нужно идти в ногу со временем. Почти 2 часа общения, обмен опытом и эмоциями. Встреча прошла в дружеской и теплой атмосфере. Участники мастер-класса планируют применять полученные знания на практике, создавая собственные креативные работы. Жазина Ханагу, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Как сообщает МУП «Водоканал», в связи с проведением ремонтных работ с полуночи 26 марта до 20 часов будет прекращена подача воды в районах Сухума. Улица Эшба, Старый поселок, Колос, Нагорная и центральная части города, Вием, Рынок, Маяк, Турбаза, улица Апсильская, улица Братьев Зантария, улица Чанба, а также в селах Дзукта и Баслата. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра, в среду 26 марта в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 3,8, днем 13-18 градусов. Температура морской воды 11 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.